На Новой площади и теперь уже главной достопримечательности города не протолкнуться. Для саяногорцев это знаковое событие. Возведение такого культурного объекта за последние лет 10 не помнят. Совместный проект администрации города и Русала стал местом единения сразу нескольких культур – хакасской, русской и отдельно выделили казачью. Но первым делом – кормление огня. Все же музей носит имя одной из главных богинь хакасского народа. Это место для комплекса выбрали не только из-за красоты. Оно и раньше в Саяногорске имело особое значение. Здесь находится еще один памятник хакасской культуры – стела Архона Енисейской письменности. Но сегодня здесь есть еще на что посмотреть. На улице выстроились очереди. Все хотят попасть в юрту и русскую избу. Экспонаты музея под открытым небом, в которых есть свой маленький музей. Каждый несет свою историю. В горнице не только показывают, но и рассказывают о быте Древней Руси, во что одевались, чем питались, как охотились мужчины и как работали женщины. Пройдя 30 метров, совсем другой мир, другая культура. Хакасская юрта, земляной пол, очаг посреди комнаты, большая часть убранства, орудия охоты и трофеи. Приятно, похоже, очень даже. Спасибо, умницы, молодцы. Это так построено, красиво вообще. Будет где вот все это провести, какие-то эти, да просто прийти даже молодежи отдохнуть. Здорово-то как, ведь вообще. Ой, мы просто вот довольны. Бывает, мы ходим, но этот праздник, да, супер просто. Кормление огня, конечно, первый раз видела. Очень здорово. Этнокомплекс не просто музей для жителей Хакасии и туристов, а они обязательно захотят здесь побывать, уверены организаторы. Город получил площадку для проведения праздников и отдыха. Есть всем, где себя занять. Соответственно, появилась у нас такая россыпь камней. Это для дальнейшего, это как раз для проведения уроков для детей, где мы можем рассказать о тех полезных ископаемых, которые добываются на нашей территории. Это серпентиниты, жадоиты, мрамора разные. Это все камни наши. Но и это еще не все. Проект готов лишь на 40%. В следующем году здесь появится сервисный центр с вестибюлями, билетной кассой, часовня, амбар и стайка. Возможно, даже с животными. Даже насаждения будут стилистическими. Растения с лесов и степей Хакасии. Мария Добрынина, Игорь Брюханов. Вести Хакасия.